Я продолжаю писать карту дня на 2 октября, субботу. Дальше мы смотрим знаки зодиака от весов до рыбок. Кому нужно первые 6 знаков зодиака, есть ссылочка под этим видео. Вы можете пройти по ней, выбрать по тайм-коду свой знак и посмотреть. Мы смотрим события для весов. 2 октября. 2 октября, суббота. 2 октября, суббота. Что-то не хотят вам события. Ага, есть ключик. Ну и хорошо, да, вот одно событие, зато какое классное. Ключ. Все в ваших руках, все двери перед вами открыты, да, то есть для вас нет ничего невозможного в этот день. Радость, довольны, счастливы. Ну, потому что благодаря ключу можно многие вопросы решить. Так, обман. Обман еще может быть, так что будьте начеку. И смотрю периметр. Слезы не получается, потому что здесь зафиксировано. Ну, я больше не вижу здесь совпадений. Получается, у вас первое, что выпадало, ключ. Да, вот все в ваших руках в этот день. Вы счастливы, довольны в этот день. И может быть обман. Поэтому просто будьте осторожны. Может быть, вы даже не заметите, да? Потому что такое настроение хорошее. Даже не заметите, что вас обманули. Но, в принципе, по ключу здесь можно, да, вот любую ситуацию разрулить. Тут, чтобы не произошло, да, потому что обман может быть по-разному проигрываться. Может какой-то и незначительный, может что-то серьезное быть. Поэтому тут вот, что бы ни произошло, я думаю, что вы совсем справитесь по ключу. Благодарю за внимание, весы. Переходим к скорпионам. Так, меняем знак на скорпиончика. И будем смотреть, что там у скорпиона 2 октября. Второе октября, суббота. События для скорпионов. Покажите мне. 2 октября, суббота. У вас что-то получится доделать, да, то есть закончить, поставить на чем-то точку, бросить якорь где-то. Иногда показывает прибытие. Может быть, вы куда-то, если приезжаете,
тогда якорь показывает прибытие. Радость не получается, зато получается счастье. Счастье еще иногда, как удача, везение, проигрывается подкова. Да, вот прям везет в этот день. Глубокая печаль, сильные переживания. Колодец. Ожидание, чего-то, кого-то ждете. Казенный дом. Может быть, вот ожидание, глубокая печаль связана с казенным домом. Ожидание. Казенный дом в выходные — это может быть полиция, это может быть больница, это может быть... Что там еще? Ну, то есть это какое-то учреждение, где надо, нужны решать вопросы с какими-то бумагами, да, то есть документами, бумагами. Если это больница, то это какие-то справки, да, то есть где что-то выписывается. Интимная связь. ЗАГС, да, то есть тоже как вариант, если это выходной. Может быть, вы кому-то идете на свадьбу. Семейная жизнь. Что-то связано с детьми. Школа. Школа, если по субботам работает, потому что не все школы по субботам работают, может быть, как вариант, может быть и школа. Так, смотрим. Ага, вот еще вижу победу. Победа есть какая-то. Очень интересный день, такие все события. Здесь нет, здесь нет, 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 нет совпадений. Получается, смотрите, так, в каком-то вопросе ставите точку, да, то есть все, бросили якорь, поставили точку. Победа. Ну вот победа, да, они могут как бы перекликаться, эти два события. То есть победа показывает... Где-то принимаете участие, не знаю, может быть, где-то с кем-то соревнуетесь. Результат. В общем, получаете какой-то результат, потому что вам везет, да, в этот день. Удача на вашей стороне, поэтому и выигрыш за вами. Что-то связанное с госучреждением, может быть, ожидание. Что-то ожидаете где-то кого-то. Семейная жизнь. Проводите время в семье, с детьми. Могут привести вам детей, да, там племянников, крестников, не знаю, внуков, да, то есть тут вот если может так еще проигрываться, интимная связь. Так что день очень какой-то, знаете, очень насыщенный, тут чего только нету. И госучреждения, и какие-то и победы, еще и глубокая печаль, но она как бы в стороне, видите, от этих событий. А когда в стороне, очень часто это обозначает, что очень сильно, глубокая печаль — это очень сильные переживания, но это переживания, скорее всего, вас не касаются. Допустим, услышали новость, да, какую-то где-то по новостям, по телевизору, либо кто-то рассказал, да, какое-то, ну, там, страшное событие, то есть вы просто попереживали, да, но это вас не касалось, и через, там, 10 минут забыли уже, да, об этом. Поэтому вот может показывать, что какое-то услышите интересную историю такую, которая вас может очень даже разочаровать. Ну, не разочаровать, а печали, да, то есть сильно будете переживать. Ну, я думаю, что это вас лично не касается. Ну, по крайней мере, надеюсь, да, что эта печаль не будет связана с казенным домом у вас. Благодарю за внимание, скорпионы. Переходим к стрельцам. Так, стрельцы, 2 октября.
Стрельцы, 2 октября, суббота. Покажите мне для стрельцов, что, какие события дня будут 2 октября. Шарики, радостная новость у вас какая-то будет. Сейчас я поставлю, а то потом забуду. Колебания, сомнения могут быть у вас в этот день. Да, когда что-то покупаете или вам что-то надо сделать, и вы вот сомневаетесь, не знаете, как так или так поступить. Ключик, прекрасно. Все в ваших руках в этот день. Свидание, роза. Семейная жизнь. Семейная жизнь, события в месяце. Что-то вы делаете, вот, может быть, всей семьей раз в месяц, да, какой-то у вас, может быть, ритуал есть, может так проиграться. Ходите, допустим, да, куда-то. Свидание может проигрываться, да, если есть семья, это может быть даже и с детьми свидание. Где-то проведете хорошо время. Надежда. Деловые отношения еще у вас есть. Может быть, с кем-то общение либо по работе, да, либо по вашим делам, там по бизнесу, если есть. Разлука. С чемоданом кто-то уезжает. Разлука. Может быть, кто-то приезжает, да, с чемоданом или уезжает с чемоданом, с детьми к вам. Как-то так еще может быть. Привозят детей с чемоданом, да, на выходные. Так. Друг не получается. Здесь нет. Здесь нет. И здесь нет совпадений. Получается, у вас событий много, а просто я их называю, что будет. Вы уже поймете, да, какие ваши. Потому что когда много событий, они все бывают не проигрываются. То есть, ну, может, там 2-3 не проиграться. Радостная новость. Все в ваших руках, ключ. Колебания, сомнения в принятии какого-то решения. Свидание. Семейная жизнь. События в месяце. Надежда. На что-то надеетесь. Общение. Деловое будет именно. Деловой вопрос какой-то решаете. И разлука. Тут можете и вы, да, кого-то провожать, и вас могут провожать с чемоданом. Ну, вот как-то чемоданчик, да, или сумочка играет какую-то роль в этот день еще у вас. Так что вот такие события, стрельцы. День очень такой у вас будет насыщенный. Благодарю за внимание. Мы смотрим события для козерогов. Так, меняем знак, на козерогов поменяем. Козероги. Смотрим события для вас. 2 октября. 2 октября, суббота. Покажите мне события для козерогов. Так. Полетел куда-то уже. Полетела, вернее, карточка. 2 октября, козероги. События в доме у вас может быть, какой-то праздник.
Может быть, не обязательно в вашем доме, это может быть в роду, да, у родственников. Так, встреча с каким-то важным человеком, имеющим положение в обществе, статус. Это может быть какой-то чиновник, человек, обладающий властью. Тайное какое-то свидание. Может быть, вы с ним будете тайно встречаться, с этим человеком. Так, мгновенная новость это смс, да, то есть это когда вот приходит либо смс, либо письмо на электронную почту. Таким образом, новость вы получаете, новость, информацию. Слезы. Слезы. Ну, я как бы тут поводов для слез не вижу. Иногда, кстати, тайное свидание проигрывается от вас, тайное свидание. То есть, может быть, кто-то, да, будет встречаться в тайне от вас. Еще так может быть. Может быть, поэтому и слезы. Да, то есть вы узнаете и, да, вот через какую-то новость, через сообщение узнаете и ваши переживания, да, что человек от вас вот вскрыл эту встречу. Вам обидно. Так, здесь нет. Болезнь не получается, потому что зафиксирована. Встреча тоже не получается, потому что зафиксирована уже. Успех, да, успех получается. Успех можем сделать. Успех и что-то связано со временем. Ну, обычно вот эти встречи, да, с вот такими людьми в короне, обычно они часто выпадают часы вместе с короной, потому что назначено на определенное время вам какая-то вот встреча в этот день. Тайная, ну я не знаю, может быть, вы действительно тайно будете встречаться с этим человеком. И я вам скажу, что эта встреча, она, скорее всего, принесет успех. Может быть, это будут слезы радости, да, вот как вариант еще так может быть, что вы какой-то важный вопрос решите. Либо, например, события в доме, свадьба, да, то есть свадьба – это человек, который расписывает на определенное время, да, слезы радости, успешный день, ну, тайное свидание. Может быть, вы тайно, да, идете на эту свадьбу, допустим, один или одна. Ну, в общем, как-то так. Поэтому вот такие события выпадают у вас. Я думаю, вы когда увидите, да, вот события, власть, новость, слезы, успех, тайное свидание и что-то связанное с датой, со временем в этот день. Вы поймете, да, то есть о чем это речь, да, как может складываться день. Потому что у вас много, да, и у каждого своя линия, скажем так, выстроится из этих событий. Благодарю за внимание, Козероги. Переходим к Водолеям. Так, наводим порядки тут. Остались у нас Водолеи и Рыбки. Смотрим Водолеев. 2 октября. События для Водолеев на субботу, 2 октября. Водолеи. Суббота, 2 октября. События для Водолеев. События для Водолеев.
Какая-то неприятность у вас может произойти. Неприятность — это какое-то ЧП, да, такое вот не катастрофическое, но тем не менее доставляет какие-то, знаете, неудобства. Надежда. Ну и надежда показывает, да, что вы очень надеетесь разрулить вот эту ситуацию. Часто происходит из-за нашей просто невнимательности. Очень часто. Особенно сейчас. Сейчас идет ретроградный Меркурий, да, мы вообще вот именно в этот период невнимательны, да, как-то не сосредоточены, делаем ошибки постоянно. Деньги, скорее всего, траты могут быть. Может быть, придется, да, вот, чтобы решить вот эту неприятность, потратиться. Подарок. Либо кто-то тратится, покупаете подарок. Счастье. Ну, счастливы, довольны, видите, я думаю, что все разрешится. Ну, в принципе, это понятно, что все разрешится. Так, проверяем периметр. Вижу еще письмо у вас. Письмо может показывать новость, сообщение или документ, какая-то справка, бумажка. Или, например, смотрите, письмо, да, вы ложите деньги в письмо, да, в конверт, и как подарок дарите, да, или опять же решаете через деньги вот эту неприятность. Документ, в общем, документ, бумага какая-то. Какая-то бумага. Здесь нет совпадений, здесь нет карточки. Нет. События в месяце, кстати. То, что происходит с вами каждый месяц, может произойти. Вот, может быть, вы какие-то, да, берете документы, справки, да, что-то оплачиваете. Дорога, да, дорога, получается, у вас может быть. Кстати, конверт проигрывается вместе с дорогой как билет часто. И, кстати, неприятность, смотрите, неприятность рядом с дорогой. Неприятность будет либо в дороге с вами, либо, вот, например, если вы едете там на поезде, самолете, да, на каком-то транспорте, то неприятность может показывать опоздание. Да, то есть не успеваете приехать, забыли какой-то документ дома, да, документ, возвращаетесь, теряете время, попали в какую-то огромную пробку, да, то есть не рассчитали, неприятность. То есть вот что-то связанное, нужно обязательно заранее выезжать, проверять, все вещи ли вы взяли, проверять, допустим, дату отъезда, да, то есть время и дату точно. Может быть, уедет там поезд раньше или позже, понимаете, то есть и с этим может быть неприятно связано. Но это можно предотвратить. Просто нужно быть очень внимательными и все делать заранее. И тогда я думаю, что эту неприятность вы избежите в дороге. Так что так. Так, сейчас я досмотрю, здесь нету. И смотрим, что в целом получается. Дорога. Неприятность, какой-то документ, справка, бумажка, скорее всего, билет, я думаю, в вашем случае. Подарок, может быть, вот вы кому-то, да, везете подарок, куда-то едете. Счастье, ну, все заканчивается хорошо в итоге, да, то есть вот эти все проблемы нерешаемые, просто, да, вот обычно мы тратим нервы, решая эти проблемы, а все равно все всегда заканчивается хорошо. Надежда, да, вот, ну, надейтесь, да, что все хорошо будет. События в месяце. И, ну, это событие, скорее всего, просто проигрывается как событие, на которое вы едете. И трата. Ну, тут трата, понятно, да, трата на подарок, трата на билет, трата, может быть, чтобы решить побыстрее эту неприятность. Так что траты тут у вас будут, я думаю, точно в этот день. Вот такой день. То есть, в принципе, день неплохой, да, тут, смотрите, счастье, какое-то событие и подарок, все. Ну, вот единственное, вам надо как-то постараться быть внимательными и избежать этой неприятности. Просто будьте сознательны, да, в этот день. Все делайте осознанно, да, не так, как мы обычно витаем в облаках, да, там и вещи собираем, там из дома выходим, а просто все вот контролируйте себя. Так, все, водолей. Благодарю вас за внимание. Переходим к рыбкам.
рыбки, события для вас смотрим на 2 октября, субботу. Рыбки. Второе октября. Что-то не хотят события вам выпадать. Есть казенный дом. Что ж сегодня у многих выпадает этот казенный дом? Суббота. Казенный дом — это какое-то госучреждение, где вы решаете бумажные дела. Да, то есть вот злые языки, завистники. Так. Якорь, да, что-то получается закончить, доделать. Я думаю, что в этом казенном доме, да, в этом госучреждении что-то вы сделаете, да, то есть то, что планировали, получите. Слезы. Очень интересно, к чему у вас здесь слезы выпали. Может быть, злые языки вас доведут. Ну, вы, в принципе, натура очень впечатлительные, да, вас тут очень легко до слез довести. Злые языки, знаете, это люди какие-то, которые могут съязвить, что-то сказать неприятное, да, вот. И вы тут, я думаю, что слезы показывают ваши переживания. Ну, я думаю, что не стоит, да, тратить свою нервную систему на вот этих людей, понимаете? Нервы вам еще пригодятся. Так. Нет, нет и нет. Ну, если вдруг я что-то пропустила, да, тогда вы мне напишите, я вам, да, расскажу, что это, ну, если вам будет непонятно, что это за событие, что оно обозначает. Ну, в принципе, они здесь подписаны, но мало ли, может быть, вам будет не видно или непонятно. Так, хорошо, получается, у вас выпадает 4 события. Это казенный дом, да, вот какое-то госучреждение, где вы решаете бумажные вопросы. Что-то связано с документами. Слезы и якорь, который показывает, что вы что-то заканчиваете, доделываете. Я думаю, что якорь относится к этому событию, да, к казенному дому, что вы там все-таки решите свой вопрос. А слезы относятся вот к злым языкам, да, которые попытаются вас как-то ужалить, да, вот как змея в этот день. И вам будет, я думаю, что очень обидно. Очень обидно, поэтому слезы выпадают. Ну, это не прям слезы, да, не прям рыдать вы будете, но как-то будет вам, наверное, не очень неприятно слышать, да, как какие-то слова от этих людей. Ну, я просто советую вам не обращать внимания, да, то есть все это пропускать сквозь уши, да, вот просто и все. Не обращайте внимания, да, вот некоторые люди так устроены, им доставляет удовольствие говорить людям гадости, понимаете. Ну что ж, обижаться на всех подряд, ну, это глупо, потому что так нервной системы вам не хватит. Благодарю за внимание, рыбки, и жду вас, конечно же, на своих новых видео.